Сегодня 10 мая 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Время 18 часов по Берлину и 19, соответственно, по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Я вас всех приветствую. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии, не ставьте лайки и не распространяйте ссылку на наш стрим, так как для вас это небезопасно. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии и так далее. Сегодняшний свой стрим я назвал «Чеченцы поздравляют Шона Стрикленда. Свобода победила рабство». Давайте об этом и многом другом поговорим. Сразу начиная наш стрим, хочу сказать, что я поздравляю Шона Стрикленда с победой. С победой. Победа была блестящей, была тяжелой, но она стоила того. Шон оказался настоящим крепким орешком. Он показал, что свободные люди, которые имеют принципы выше денег, могут бить и кулаками очень хорошо. Поэтому я поздравляю еще раз Шона и всех свободных людей, которые не продаются, которые имеют принципы в этой жизни. И давайте приступим к нашему сегодняшнему к стриму. Кстати говоря, Шон очень ксенофобски высказался во время вот этого поединка голословного или как словесного, риторического. И он сказал по поводу того, что там все мусульмане там плохие, туда-сюда, что-то он такое ляпнул во время уже в процессе. Сразу после того, как закончился бой и он победил, Шон Стрикленд сказал следующее: я просто хочу извиниться перед моими американскими фанатами, перед моими мусульманскими фанатами, перед моими христианскими фанатами. Я слишком много болтал, признаюсь. Я уважаю всех вас, ребята, сказал Шон. И мы тебя тоже уважаем, Шон, я могу сказать. Уважаем тебя за твои слова. И когда Шон говорил вот этому человеку, который за деньги играет одну роль, а в жизни является другим, фактически Шон Стрикленд сказал то, что думают чеченцы. Все свободные люди, в частности, чеченцы. Потому что этим людям кажется, что если они заработают 2 рубля, 2 евро или 2 доллара, что на этом весь мир крутится. Деньги счастья не приносят. Я вас уверяю. Я это просто со всей ответственностью заявляю. Деньги ничто. Деньги пыль, которая ничего не стоит. Поэтому продавать за это честь, совесть, борьбу своего народа, гибель 250 тысяч своих граждан, но это, знаете, не просто кощунство, это не просто подло, это еще так низко и так аморально, прямо говоря, что да, я пришел зарабатывать деньги. Но раз пришел зарабатывать деньги, знаете, что меня больше всего не то чтобы волнует, но просто заметно было. Например, меня фашистская Россия объявила террористом. Кроме ручки, я не держал в руках ничего, за что меня Россия объявила террористом. Я говорил правду, я защищал только права людей. Меня Россия объявила террористом. Россия ведет против меня мощнейшую работу. Разные там приспешники России, ФСБ. Они ведут против меня работу. Так вот, меня объявляют террористом, и я пытаюсь только лишь за то, что я пытаюсь очистить имя, честь чеченского народа, говорю правду,
фашистская Россия объявляет меня террористом. А какой-то в трусах бегающий чувак, его по какой-то причине пускают в Америку, раскручивают его. Я понимаю, что это политика, большая игра там и так далее. Но человек-то тоже должен быть, не марионетка же. Кира Докхельмадизи Сег Сагвушабух Швала. Они, получается, такая ситуация. Я тут пытаюсь всячески отбелить ту грязь, которую на нас Россия бросает, а какой-то чувак поезжает, ему платят за это 1 000 000, и он за это говорит: «Ну, кем ты хочешь стать?» «О, хочу быть террористом», говорит. И потом ему сейчас это припоминает, говорит: вот террорист приехал и так далее. Так, миллионы или террорист? И что, и как это получается? Вейсидух шбукинах зуденахе. Вейсидух шбукинах. Вейцеюх шбукиш. Кто бы платил бы ему миллионы, что он сделал такого? Кто бы его туда пригласил бы, если бы это не касалось бы чеченского народа? Кому он там нужен был? Если не нужно было привести его, и чтобы он сказал: давайте мы в Палестину поедем воевать там против евреев, против Израиля. Зачем не поехал, раз сказал, поеду там туда-сюда? А я в это время со всех сторон, получая с фашистской стороны, с КГБ, с ФСБ по голове, пытался вот этих всех вот этих агентов разоблачать здесь, которые работают. Понимаете? И в этой ситуации, получается, мы тут сидим, нас давят, нас на территории фашистской России канал нас запрещают, нас объявляют террористами, там, врагами мусульман, всех остальных там и так далее, всячески пытаются нас очернить. А человек приезжает на миллионную публику, хочу быть террористом, сидит, болтает. Это враг, который зарабатывает, это не враг, предатель, хуже врага, который зарабатывает на чеченской крови, на чеченском имени, на чеченских страданиях. И это никак не оправдывается. Там я бабки зарабатываю. Так все бабки зарабатывают. Кадыров тоже бабки зарабатывает. Вот здесь тоже у нас в Гамбурге гуляют все бабки. Они ничего не делают. Просто бабки зарабатывают. А мы тут им мешаем. То есть чеченское имя использовать мешаем. И запачкать мешаем. Я уверен, 90, больше даже процентов не поддерживают этого Чимаева. Абсолютно никак. А также я абсолютно уверен, что большинство рады тому, что Стрикланд выиграл. Поэтому мы поздравляем Шона, поздравляем весь свободный люд на этой земле с этой блестящей победой. Так держать, Шон. Желаю тебе оставаться таким же принципиальным и не портиться из-за денег, которые ты очень много сегодня, точнее, да, сегодня ночью заработал. С чем я тебя поздравляю. Вот такие вот дела. Вот как нужно относиться к этим разным деятелям. Да? Я цахьетер, ну, дохкум. Я цахьетер. Так, у меня снова проблемы, по-моему, с интернетом. Так, вроде все наладилось. Валейксалам, Асланбек, Машволь, Лосош. Так, Ичкерия, Украина, Рома Машволь, не вижу. Ну, ты посмотри внимательно, Дион, и увидишь. Вот такие вот у нас происходят события. Да, у меня с интернетом. Вот, если начинаю проводить стрим, обязательно возникают какие-то проблемы. Вот, то там, то тут начинают возникать проблемы. Так. Так, давайте вот этих исламофобов отсюда тоже выкинем. Тут заходят люди и начинают нам рассказывать, что ислам проблема и так далее. Они не видят, что в них проблема. Понимаете? Такая вот, не знаю, специально делается или просто люди умственно недоразвитые, я не могу понять. Но заходят, весь ислам обвиняют.
В чем здесь ислам? Люди, которые говорят об исламе, так можно христианство, так можно иудаизм, можно все религии, так можно опорочить, если какой человек берет и начинает говорить от имени какой-либо религии. Поэтому вот эти исламофобы, христианофобы, все остальные фобы, пожалуйста, мимо проходите. Мы правозащитники, мы чеченцы. У нас, у чеченцев, нет вообще понятия ксенофобия, национализм, фашизм. Понимаете? Мы хранители древнейшей демократической, древнейшего демократического культурного цивилизационного кода. Понимаете, у нас это нету. Поэтому к нам сюда, к чеченцам, заходить и распускать там антисемитские, антихристианские, антимусульманские вещи мы здесь не позволяем. Мы свободные люди и абсолютно свободны от ксенофобии и фашизма. Поэтому, пожалуйста, сюда ко мне не заходите. Так, посмотрим, что у нас в ТикТок. Машоль Шалинский. Салам из Украины. Салам, Василь. Салам. Слава Украине. Слава Украине. Вот кто свободный человек. Это украинцы. Вот кто нам братья. Вот кто есть свободный. И здесь нету разницы ни в религии, ни в национальности, ни в горбинке носа, ни в цвете волос. Есть свободный человек, есть раб. Раб не обязательно в кандалах и работает там на какого-нибудь белого господина с тростью и в цилиндре. Раб, он может быть денег, раб, он может быть каких-то своих других пристрастий. Да? Было видео в ТикТок, где ногчи переходили, чтобы попасть в батальон шейха Мансура. Да, смотри, я видел, по-моему, это видео, где-то в лесу, по-моему, они там перестреливаются или что-то такое, да, говорят, что-то перекрикиваются, говорят, по-моему, я видел это видео, о чем ты говоришь. Так, подождите-ка. Короче, дело такое. Путин намекнул, что конец войне там наступает, все такое. И Путин предложил, чтобы Герхард Шрёдер был переговорщиком. И вот что происходит. Партия Герхарда Шрёдера раскололась по вопросу его назначения, сообщает об этом нам Deutsche Welle на русском, переговорщиком по Украине. Экс-канцлер состоит в социал-демократической партии Германия СДПГ. Сейчас она входит в правящую ФРГ коалицию как младший партнер консервативного блока ХДС-ХСС. Владимир Путин заявил 9 мая, что Шрёдер мог бы стать переговорщиком Европы о мире в Украине. В СДПГ на эту идею отреагировали по-разному. За высказался депутат Бундестага, эксперт СДПГ по внешней политике Ральф Штегнер. «Я приветствую любую инициативу, которая способна положить конец войне», заявил он журналу Der Spiegel. «Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шрёдер, было бы неразумно отказаться от такой возможности». Представитель СДПГ по внешней политике Адис Ахметович заявил, что посредничество Шрёдера нужно тщательно рассматривать в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами, а не категорически исключать заранее. «Каждое предложение должно быть тщательно проверено, насколько оно заслуживает доверия», сказал Ахметович. «Мы просто не можем смириться с тем, что будущее Украины и европейской безопасности решают только США и Россия». Против выступил экс-глава комитета
Бундестага по иностранным делам Михаил Рот, СДПГ. Он назвал предложение Путина прозрачным маневром. Тот, кто всерьез стремится к миру, начинает с прекращения огня, заявил Рот в интервью Таге Шпигель. Политик подчеркнул, что посредник на потенциальных переговорах Украины и РФ не может быть просто приятелем Путина. Необходимо, чтобы его приняла Украина. Вот такая вот ситуация. Я, знаете, вижу, что опять на самом деле вот Михаил Рот абсолютно прав. Если ты хочешь остановить войну, ты просто ее останавливаешь. Но я полагаю, что Путин не может ее остановить просто так, потому что там есть военные, там есть какое-то крыло, видимо, и ФСБ тоже, ну, которые хотели бы продолжить войну. А Путин хотел бы их всех слить и остаться у власти. Видимо, он что-то там себе выторговывает. Поэтому на самом деле, знаете, мы говорим про демократию, говорим, что там, мы живем в цивилизованном мире, мы достигли каких-то там супер цивилизационных успехов и так далее. По факту получается, как на России имитация. Да? Ну, конечно, близко сравнивать это нельзя, но нужно понимать, что Европа, Запад начинает тоже потихонечку от демократии переходить к имитации демократии. И какие-то игры ведутся. Ну, короче, большой бардак в этом мире. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы снова вышли на какие-то моральные, нравственные, человечные какие-то рельсы. Не знаю, как нам быть. Ну, бардак большой в этом мире. Опять Шрёдера вытаскивают, короче говоря. Из-за войны с Ираном миллионеры могут бежать из Дубая в Сингапур и Швейцарию, заявил Deutsche Welle эксперт. Дубай второй по уровню богатства Эмират, опять об этом говорит Deutsche Welle на русском. Богатство Эмират ОАЭ давно и уверенно позиционировал себя как надежный финансовый центр, где состоятельные люди могли размещать капитал, вести бизнес и уверенно планировать свою деятельность для долгосрочной перспективы. Однако этот тщательно создаваемый имидж был в одночасье разрушен войной США и Израиля против Ирана. Некоторые состоятельные люди, кто воспринимал Дубай как место отдыха для богатых и знаменитых, уже усомнились в потенциале Эмирата и обратились к услугам двух других ведущих мировых финансовых центров Сингапура и Швейцарии для размещения части своих активов. Швейцарские частные банки ожидают притока десятков миллиардов долларов из государств Персидского залива. Однако, по словам Райана Лина, сингапурского юриста и директора Bayford Law, эти две страны не являются конкурентами, а напротив привлекают разные виды капитала. Швейцария, как правило, европейских и глобальных клиентов, а Сингапур азиатских, пояснил Лин в интервью Deutsche Welle. Помимо спада на рынке, конфликт угрожает долгосрочной привлекательности Дубая в глазах экспатов и бизнеса. Космополитический образ жизни города способствовал буму на местном рынке недвижимости. В результате цены на жилую недвижимость резко выросли после пандемии. В марте совокупная стоимость сделок с жилой недвижимостью упала почти на 20% по сравнению с февралем, сообщал Bloomberg. Короче говоря, Потемкинская деревня оставляет нас в неведении, что же будет дальше. На самом деле, такая, знаете, это Дубай останется местом для российских проституток, которые будут туда приезжать и наслаждаться. Такой, знаете, превратиться в Шарм-эль-Шейх или какой там, и то проституции такой не было. Я думаю, превратиться в какой-нибудь там Египет, Шарм-эль-Шейх, ну что-нибудь такое превратиться. Поэтому вот такая вот интересная тема, да. И я думаю, если сейчас там война может возобновиться, сейчас какие-то очень такие серьезные угрозы появляются, что может снова война возобновиться на Ближнем Востоке, в Иране. Но даже если она не возобновится, то уже того пафоса, той мощи уже не будет.
Иран будет играть там очень важную роль, а Иран захочет, чтобы ему за все заплатили. Если он не может забрать это у американцев, он это сделает от соседей своих. Вот к чему это может привести. Германия вновь добивается поставок ракет «Томагавк», несмотря на отказ США, пишет Financial Times. По данным британской газеты, министр обороны Борис Писториус планирует визит в Вашингтон, чтобы реанимировать заявку на покупку, поданную еще в июле 2029 года по данным ФТ. Поездка зависит от того, удастся ли ему добиться встречи с американским коллегой Питом Хексетом, что не гарантировано на фоне охлаждения между Дональдом Трампом и Фридрихом Мерцем. Профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карла Массала назвал стратегию Берлина тупиковой. По его словам, Вашингтон до сих пор не дал ответа на германскую заявку, а теперь еще менее склонен ее удовлетворить, поскольку опустошил свои запасы в ходе войны против Ирана. По сведению издания «Политика», ссылавшегося на внутренние документы Минобороны ФРГ, Берлин планировал приобрести 3 пусковые установки «Тайфун» и 400 ракет «Томагавк» блок ВБ. Их развертывание планировалось как ответ на размещение российских ракет «Искандер» в Калининградской области, что ставит Берлин в зону досягаемости. Вот такие вот. Германия израсходовала свою расчетную годовую долю природных ресурсов планеты уже в воскресенье, 10 мая. Об этом сообщает организация Global Footprint Network, о чем сообщает нам Deutsche Welle на русском. При этом в прошлом году День экологического долга Германии наступил уже 3 мая. Правда, сдвиг даты на неделю вперед в этом году объясняется не более экологическим образом жизни, а обновленными данными, изменениями методологии расчетов, ну и так далее, и так далее. Так, давайте посмотрим. Так. Валейк салам. Досалиев. Дику, все хорошо, спасибо. Шредер, наверное, в лесу будет переговариваться. Ну, смотри, если Путин говорит, если говорит, значит, он, в принципе, предлагает того человека, с кем ему будет удобно. Скорее всего, сейчас выведут этого Шредера туда. А потом после этого гадай, теряйся в догадках просто. Да? Что это за игры какие-то тут ведут, какие-то непонятные. Так, это нормально. Хорошо. Россия самая лицемерная страна, говорит Абдурахман. Ну, с тобой не поспоришь, Абдурахман. ФСБ крыло Моссада, говорит Алекс. Ну, да нет, я так не думаю. Моссад может быть очень тесно связан с КГБ СССР, потому что выходцы из СССР очень много в Израиле живет, и в том числе в Моссаде работают. Хотя сам Моссад создавали британцы, как я слышал или где-то читал, не помню. Поэтому, знаете, вообще было бы хорошо запретить атомное оружие и все спецслужбы на этой земле. Вот было бы хорошо. Но, к сожалению, это невозможно. Когда уже пойдем на Москву, говорит. Не знаю, когда пойдем. Аслудин, он говорит, кем бы ни был его брат, он его брат и так далее. По-моему, ты говоришь полную ерунду. Тогда в таком случае твой брат и Мельварис,
Сурков твой брат, да, получается, Кадыров твой брат. Ну, тогда, да, тогда это твои братья. Алейк салам, гражданин Ичкерии, Машволь. Ты за Израиль газовал. Сейчас что поменялось? Ну, во-первых, я не газовал за Израиль. Я газовал за справедливость. Понимаешь? За справедливость. Во-вторых, ничего не изменилось. Если где-то я чем-то недоволен, поверь мне, об этом узнают и в Израиле, и в Нью-Йорке, и в Берлине. Вообще никаких проблем. И даже в Киеве, которых я уважаю больше всего. И слышат они. Да. Поэтому мы здесь свободные независимые люди. Говорим то, что мы считаем правильным, и то, что велит нам наша совесть. Понимаешь? Так. За кого будешь? Что значит, за кого будешь? Делер, маршал, хвиль, бог. Так. Так, ты кто такой? Почему на русском языке говоришь? Александр, я уже много раз об этом говорил. Я царь русских. Поэтому говорю, потому что другого языка вы не понимаете. Поэтому я вынужден, чтобы вы понимали, говорю с вами на вашем языке. Я ваш царь. Очень приятно. Шалом. Как думаешь, после встречи Си и Трампа что-то изменится на войне в Украине? Вполне возможно, я не знаю, Иркин. Я не знаю. Ну, смотрите, что изменится? Измениться может только то, что делает, например, Путин. Да? Он может остановить свои войска, их отвести. Украинцы же воюют за справедливость, в соответствии с международным правом, в соответствии с совестью. И уже сотни лет борьба у них за свою свободу идет именно вот против вот этих так называемых братьев. Поэтому решает, конечно же, украинский народ. Его величество, господин народ решает. И решать за них мы не можем. Да, там их дурить пытаются, обманывать пытаются, там крутить, вертеть пытаются. Но украинцы на своем стоят и будут стоять. Я так думаю. Поэтому ни Си, ни Трамп ничего не может. Трамп мы видели, что может в Иране решить. Вот и все. Если кто-то настаивает на своем, Трамп ничего не может. Вот и все. Да, можно бомбу сбросить, можно убить там еще 1000 человек, еще 100 000 человек. Но это не решает проблем. Поэтому давайте не будем принижать Украину и украинцев. Будем считать, что да, если Путина оттащить, украинцы же не нападали, они и сейчас говорят, нам ни одной пяди русской земли не нужно. Нам нашу верните, восстановите статус-кво, возместите ущерб. Да, иранцы же хотят, чтобы мы ущерб восстановили. Также украинцы имеют полнейшее право на это. Больше, чем даже иранцы. Потому что американцы, иранцы, Израиль, американцы с Ираном находились в состоянии войны уже 50 почти лет. А украинцы получили нож в спину от брата, который там, ну, вроде бы брат Кондрат и все такое. Понимаете? Поэтому, если русские отведут свои войска, ну, это будет разговор. Но их тоже никто не хочет отводить. Там такая лютая ненависть к украинцам со стороны фашистской России, вот этих каких-то людоедов, просто психически больных людей. Просто самых настоящих, просто фашистов и
маньяков самых настоящих. Поэтому они тоже не могут уйти, потому что это страшно для Путина, это страшно для ФСБ. Если оттуда воевавшие люди придут, они просто свергнут эту власть, просто пошлют ее к чертовой матери, всех просто. Вот в этом эта вся ситуация вот на этом и стоит. Поэтому что изменится, я не знаю. Там Путин что-то намекнул, что война заканчивается, там уже типа может закончиться и так далее. Но кто верит Путину? Кто верит Путину? Что его слова, его там намеки? Кто такой вообще Путин? Это военный преступник, это людоед. Это человек, который пожирает своих граждан. Вы помните, как Путин пришел к власти? Путин взорвал не только дома, он автобусы, метро, троллейбусы, все взрывало ФСБ, чтобы привести Путина к власти. И Патрушев, директор ФСБ, непосредственно курировал вот этих террористов. И в этом обвинили нас, чеченцев, и на нас напали. Понимаете? Бандеровка, витаю тебя. Спасибо. Поэтому это людоеды. У них заднее не может быть, понимаете? Потому что их съедят самих другие людоеды. И они должны держаться за эту власть. И им вот эти военные, вояки, им нафиг не нужны, так сказать. Они их всех хотят уничтожить. Чем русские ослабнут, чем Россия будет слабее, тем для Путина, для Патрушева, для этого ФСБ это выгоднее. Потому что сопротивление меньше будет им оказывать кто-то. Поэтому как-то так, не знаю, посмотрим, да, что из этого будет. Валейк салам, ведьма Никитична. Мощный ник, Дион. Так. Я тоже так думаю, что ничего не изменится. Китай и США за Украину не будут решать исход войны. Конечно, не будут, Эркен, не будут, конечно, не будут. Еще раз всех. Международное право уже давно стали нарушать западные страны. Почему молчишь о их деятельности? Ну, во-первых, я не молчу. Во-первых, я очень даже критикую, что мне не стоило бы делать, если честно так сказать. Да? Потому что я в роли просителя помощи своему народу. Не для себя, для своего народа. Но так как справедливость и вот мой темперамент не позволяет мне молчать, я вынужден говорить и об этом тоже. Да, нарушают международное право. И знаешь, когда ублюдок Путин уже открыто просто плевал, унижал, вытирал просто ноги о международное право. И там просто открыто, помните, как в Крым заходили, снимали лычки, нашивки эти, там их там нет, и там в военторге одетые какие-то там чуваки и так далее. Тогда я своему другу сказал, знаешь, что самое страшное? Не то, что там Путин, Россия там что-то там сделает и так далее. Что это просто людоеды, ну это всем понятно и все. Самое страшное, то, что здесь на Западе может понравиться лгать, как лгут на России. И также нарушать права и международное право. Хотя оно очень часто, знаете, у нас здесь букву закона соблюдают, а с духом постоянно проблемы. Да, с сутью, со смыслом этого закона проблемы. И да, нарушают, да, абсолютно точно нарушают, и это есть. Но, конечно, им до Путина, знаете, как до Марса и обратно еще 2 раза. Поэтому, но нарушают, я согласен, нарушают. Есть такое, я критикую, критиковал и буду критиковать. Ну, чтобы не было сравнения с этими вот людоедами и с нарушителями, да, которые присутствуют нарушения, особенно сейчас в последнее время очень. Знаете, сейчас уже готовится к новой архитектуре безопасности мировой, и поэтому потихонечку каждый пытается отжать по максимуму. Сейчас идет мир к такой ситуации, где будет полностью все изменено, и будет новая архитектура. И каждый, кто успеет захватить где-то что-то, застолбить, вот на этом все замрется, когда вот встанет. Да, может быть, мы скатимся к большой-большой кровавой войне, так, миллионами, десятков миллионов, может быть, жертв, вполне даже возможно. Но
В любом случае, сейчас такое время, быстро нужно успеть ухватить что-то. И все пытаются вот так действовать. И яркий пример тому, как действует США. К большому сожалению, США сейчас себя ведет как слон в посудной лавке просто. Ну, просто очень некрасиво. Так, ну, алейксалам. Всем привет с России. Думаю, к 2030 году все закончится, говорит Лешка. Ну, Лешка, наверное, ты тоже смотришь тех же экспертов, которых смотрим мы все. И поэтому, да, ты, я думаю, близок. Я думаю, что мы сейчас скатываемся еще больше, больше, больше. И 27-й, ну, не знаю, гадать. Я предполагаю, к концу срока Трампа, Путина, срока президента Трампа, война должна закончиться. И я полагаю, что это вот у него сейчас второй год идет, и 26-й, 27-й, ну 28-й. Я думаю, война закончится. Так, Вячеслав, задавайте вопрос. Я же для этого вас здесь собрал всех. Задавайте вопрос, пишите. Так, Бандеровка, спасибо тебе, спасибо. Дякую вам, что вы помогаете Украине. Слава Украине, Бандеровка. Мы с вами одной крови. Так. Украинцы мира хотят, зелю геть пора. Наталья, ну украинцы мира хотят. Это вообще даже не обсуждается. Ведь на чьей земле война идет? На русской земле идет? На российской? Нет, на украинской идет. Понимаете? Ни один здравый человек не хочет войны. А украинцы и здравые, и свободолюбивые люди. Значит, они у других свободу забирать не хотят. Поэтому, конечно же, это даже не обсуждается. Но быть рабом украинцы тоже не согласны. Как вы видите, несут большие потери, несравнимые с российскими, но для украинцы гибнет дворянин. Там гибнет лучший из лучших. А с той стороны все бомжи, бичи, рабы за деньги, воры, бандиты, разбойники. Вот кто туда приходит с этой стороны воевать. Поэтому, конечно, украинцы хотят мира. Кто не хочет мира? Только сумасшедший не хочет мира. Пошлите Путина на войну. На второй день война закончится. Понимаете? Вот в чем дело. Конечно, хотят. А по поводу зели, ну это уже внутреннее дело Украины. Я очень надеюсь, что украинцы правильно примут решение. Так, ох. Никогда не думал, что чеченцы так друг друга ненавидят. Но, увы, так оно и есть. Нет единства больше. Хамид, чеченцы не ненавидят друг друга. Мы очень уважаем друг друга. Например, ты вот в моем лице видишь человека, который пожертвовать готов всем для того, чтобы помочь чеченцам. И я тебя уверяю, я последний в этом списке. Просто так получилось, что я оказался перед вами. Я знаю чеченцев, которые в 1000 раз искреннее и лучше меня в этом направлении. 1000 раз. А сколько жизней отдали. Но если кто-то продался России за деньги, он продался там за какие-то там норковые шубы или автомобили, ну, я не считаю этого человека чеченцем. Мы очень много терпели, чеченцы. И наша проблема в том, что мы терпели это. Мы терпели, скрывали, договаривались и так далее. Они о нас ноги вытирали. И теперь настало время, да, если бы не было геноцида, если бы не было убито 250 тысяч людей, вот Хамзат Чимаев выступает, например. Если бы я у него убил бы одного человека,
одного его человека, если из его семьи, рода кого-нибудь убил бы, их весь род объявил бы мне кровную месть и всю жизнь, и преследовал бы меня, и моих детей, внуков и правнуков. Ну, детей и правнуков, может, нет, меня бы точно. Его русские убили, ему дают 2 рубля, и он танцует, как они ему говорят. Дерется насмерть, там кровь разбивается. Это что, это нормально? Сидит с Шоном Стрикландом, общается, тот и мать, и отца, и его и оскорбляет. И прям правду говорит, самое главное. Оскорбление неправда, но что он перешел, продался, уехал в Швецию, был молодой, немножко оклемался, немножко физически был здоров. А, все, мне там денег предлагают. Вернулся. Нету у человека внутреннего чеченства, понимаете? Нету его. Ему деньги интересуют. Ему плевать на 250 тысяч. Вот если бы я его, я уверен, он меня больше ненавидит, чем Стрикланда. Знаете почему? Стрикланду он голову целует, ему пояс одевает после всего этого. Я там супер мусульманин, я это сделал, я то сделал. Все это игра. И что мне делать теперь? Что мне соглашаться, сказать, да, это все чеченцы так делают, мы их поддерживаем. Нет, и думаете, мне нужен в лице Хамзата, кого-либо другого лишний дополнительный враг или ненавистник? Мне не нужен. Вы думаете, я от этого удовольствие получаю? Нет. Но если я сейчас промолчу, все американцы будут думать, что все чеченцы вот такие же, как этот. Что вот они продались за деньги, а мы не продаемся за деньги. Мы не террористы. Это россияне террористы. Хамзат Чимаев террорист. Кадыров террорист. Вот они террористы. А мы не террористы. Мы свободолюбивые, законопослушные, демократические, свободные люди. Поэтому мы не можем быть с этими. Я не могу быть с этими людьми. Понимаете? Не могу. Не буду. Не согласен, да. Так и час был и буде, и вы уже начали выживать и бороться за справедливость и правду, говорит Вячеслав. Так. Кот Кискин, спасибо. Нет, сейчас у меня очень много и возможностей переводить. Ну, искусственный интеллект переводит, а так у меня сейчас очень много молодых людей и девушек, которые помогают и много-много пишут в разные инстанции. Поэтому спасибо большое. Пока ни в чей не нуждаюсь. Так, опять еще прислали какую-то мне тут. Сейчас, одну секунду, мне тут опять какая-то прилетела. Так, спасибо, Бандерка, всем спасибо. Но нельзя закрывать глаза на беспредел, который делает Россия уже не первый раз. Эркин, беспредел это когда там, я не знаю, на дороге на красный свет проехал. А то, что делает Россия, это преступление без срока давности. Это самые страшные преступления, которые только человечество зафиксировало и записало в Уголовный кодекс. Это военные преступления, преступления против человечности, геноцид. Это все делает Россия. Пытки, истязания пленных, издевательство, унижение, ложь, обман, без ограничения, без рамок. Это не просто какие-то там беспределы. Россия должна быть наказана. Если она не будет наказана, это никогда не остановится.
И тот, кто смирится, а с ней уже не смирятся уже, как долго ее терпели, то такие же, кто смирится. Понимаете? Я не знаю, Вячеслав, о каких братьях вы говорите. Я не знаю. После моего последнего, ну, того стрима, разоблачающего ФСБ здесь в Гамбурге, всей вот этой системы против меня, я смотрю, здесь все активизировались, там, тут, я уже сигналы чувствую, вижу, да. Ну что ж, бывает такое, да. Хамзат Чимай назвал себя террористом только потому, что его в комментариях все так называли. Он, может быть, из-за этого разозлился и сказал так на публику. Да, я террорист, говорит. Шому Тепе, мистер Шому Тепе. Ну, во-первых, я не думаю, что он просто разозлился и сказал. Я думаю, это было отрепетировано, ему нужно было это сказать. Кем ты хочешь стать? Он сказал, хочет стать террористом. Все, он прямо это сказал. До того, как он это сказал, он фактически, когда выступал там в Дубае, где он когда там дрался, он сказал, что Кадыров, отправь меня в Палестину, там туда-сюда, я там туда-сюда. Так вот, это же не просто какой-то спортсмен где-то что-то там ляпнул. Это все было, и надо смотреть в контексте. Дело в том, что здесь, в Европе, тогда была, и это была сперва подготовительная работа к 7 октября 23 года. Я об этом говорил, писал, уже было видно, что разные там эти деятели начинают об этом говорить, там, намекать, то там евреи плохие, там это нужно, мусульмане, джихад, там все такое. Начали говорить. Поэтому это было не просто там какая-то случайность. И потом уже, когда здесь произошли эти уже, там в Израиле произошли эти события, и потом здесь начали выходить люди, которых, как я здесь сижу, да, я все контролирую, все вижу, все фиксирую. И не было никаких ни правозащитников, ни ичкерийцев, ни на митингах. Например, если кто-то за братьев мусульман, вот, например, в Сирии был геноцид сирийского народа. Так вот, я призывал, писал, в Facebook писал, везде, тогда, может, даже я стримы еще не проводил, мы на митинги ходили, я всех, и, по-моему, в стримах, и так призывал, всех призывал, пожалуйста, придите, наших братьев мусульман убивают. Здесь все с бородами ходят, все такие воины Аллаха и так далее. Лица можно закрыть, хотя на митинге нельзя закрывать лица, ну, можно как-то в камеру не попадать. И то, если бояться, что жить-то на этой земле, если так бояться. Никто, ну, за редким-редким исключением не пришел. Никто, понимаете, за братьев мусульман. Когда я ходил с немцами, с турками, здесь мы на митинге, с украинцами мы на митинге, за сирийцев ходили. Никто не пришел. А как только произошло 7 октября 23 года, повалили какие-то ГБшники, вся вот эта вся муть, которая здесь ошивается, да, и здесь сидит, пишет на нас, на все доносы, провокации делает там и так далее. Они вышли с ичкерийскими флагами. А я об этом предупреждал, я писал, понимаешь? И весь хейт на меня, я там враг мусульман, я еврей по происхождению, чего только про меня не придумывали, говорили. Понимаешь? И в это время он вылазит, и, ну, и задание ему дали. Да, я поеду в Сирию, туда-сюда. Что же не поехал он в Сирию? Понимаете? Этот человек недостоин, чтобы мы его обсуждали здесь. Он хотел бы быть героем, он бабки зарабатывает. Зарабатываешь бабки, все. Ну, я знаю, что бабки счастья не приносят. Со всей ответственностью заявляю. Не приносят они это счастье, бабки. Счастье приносит только
лады со самим собой, лады со своей душой. Вот что приносит счастье. Это и есть счастье. Я счастливый человек. Понимаете, у меня денег нет, а я вот счастливый по какой-то причине. Я не знаю почему. Я просто очень счастливый человек. Поэтому можно оправдывать, можно это говорить, можно то говорить. Я пытаюсь очистить чеченский народ. Меня за то, что я одной ручкой, ничего я не делал, компьютером, ручкой то, что я работаю. Меня фашистская Россия объявляет террористом, против меня работает там целая система ФСБ, ГРУ, вся вот эта российская муть против меня работает. Объявляет меня террористом, экстремистом. Хотя я ни одного выстрела в сторону фашистской России не сделал. А этого Россия поднимает до небес, Мерседесы дарит ему, все ему делают, отправляют его в Америку. Он сидит, я хочу стать террористом. То есть, вайшавига, ногче бегаешь. Он всех нас, чеченцев, пачкает. За то, что ему разрешили участвовать в этом боях, и за то, что ему потом заплатят деньги. Он весь наш чеченский народ пачкает. Понимаете? Поэтому ему вот говорят, ты террорист. А это далеко идущие планы, понимаете? Это далеко идущие планы. Опять же, он всего лишь винтик. Маленький винтик в этой системе. В Иране начинается война. Я об этом говорю, пишу, давно об этом говорю. В Иране начинается война, начинается противостояние. Есть провокаторы, здесь на Западе есть, на Ближнем Востоке есть. Везде есть провокаторы, которые хотели бы столкнуть христианский мир, мусульманский мир внутри мусульманского мира столкнуть хотели бы. И к этому все идет. Нам мечети понастроили. Хотят объединить проект Кечкин такой есть. Проект Кечкин. Главарь банды УФСБ оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Дмитрий Кечкин такой есть. Под него, он главарем там выступает, под него сделан проект. Который, кстати, Дмитрий Кечкин, на мой взгляд, по моим данным, является соорганизатором теракта в Бостоне, в США, где погибли американцы. И вот они хотят объединить в дичь Дагестан, Ингушетия, Чечня. Объединить вот эти три республики в дичь и сделать из нас исламистов. И что делает вот этот деятель, который бабки зарабатывает, богатый там туда-сюда? Он представляет нас на весь мир террористами. Прямо же, смотрите, их же самый известный спортсмен сказал, что он террористом хочет стать. Представьте, а у него есть поклонники, он там для молодежи, хотя у него нет поклонников. Я не знаю ни одного чеченца, кто поддерживает этого Чимаева. Кроме тех, кто работает на русню. А свободные чеченцы, 90%, мы не работаем на русню. Вот 90%... Может, они Стрикланда не поддерживают, но Чимаева они точно не поддерживают. Понимаете? Нет людей, чеченцев, которые поддерживают. Поэтому я ответственно заявляю еще раз, что Хамзат Чимаев не является представителем чеченского народа. Если он является террористом, которым он хочет стать, то он является русским террористом, российским террористом. Не чеченским террористом. Это не наш террорист. Это их террорист, русский террорист. У нас, чеченцев, нет террористов. Понимаете? Мы борцы за свободу, за справедливость, за независимость, за демократические права людей. Чтобы не тиран был король-царь во главе. Понимаете? А были свободные, независимые чеченцы были. Понимаете? Вот что мы хотим. Вот чего мы добиваемся. И вам дякую, и всем вам в ТикТок, кто мне пишет, дякую вам. Поэтому вот такие вот дела. И сейчас мне какое удовольствие сидеть, но я узнаю, он его в лоб целует, этого Стрикланда, который и мать, и отца, и ислам, и мусульман, там всех он. Хотя он потом за свои ксенофобские слова извинился, но еще он до того, как извинился, он его в лоб целует. Вот и все, что вы знаете. Если бы я его так оскорбил бы, если бы я его так называл бы, как его называл Стрикланд, он бы объявлял бы мне кровную месть, он бы искал бы меня, ну, наверное, да, слишком тоже не буду его там, да, но раз это ему позволительно на весь мир, ну, хайп сделал, ну, не обязательно же лобик целовать, не обязательно же ему этот одевать, пояс одевать. Да, молодец, хорошо, все, уж уйди. И, ну, потому что бабки, только интересуют бабки. Ну, хорошо, зарабатывайте, я не против.
Давайте вы нас не будете опускать, вы нас не будете порочить, вы не будете нас террористами представлять на весь мир. Как здесь ходили, вот я начал рассказывать, выходили с ичкерийскими флагами на митинги палестинцев, вот этих секторогазовцев, Хамас, Мамас, там вот этих всех. Я с большим состраданием отношусь. Я мусульманин, я чеченец, я правозащитник. Я сам по себе очень добросердечный человек. И мне очень жаль арабов сектора Газа, простых людей, которые там гибли. Искренне, клянусь Всевышним, искренне я это говорю. Но я никому ничего не должен. Друзьям Путина, они друзья Путина, они друзья Хизбаллы, они друзья Ирана, всех тех, кто на нас плевал, а русские нас убивали. Я им ничего не должен. Вот на их митинге, когда в Сирии я звал, никто не выходил, а на их митинге с ичкерийскими флагами выходят какие-то там провокаторы. Для чего это делается? Чтобы нас представить какими-то радикалами, исламистами и так далее. Если бы я это сам не видел бы своими глазами, я бы удивился бы, я бы поверил бы, да, вот там, смотрите, ичкерийцы там. Так вот, я их искал, звал, вот братьев мусульман в Сирии убивают, выйдите, пожалуйста, кто-нибудь. Потому что тогда там их убивали русские вместе с Асадом. Вот туда поэтому никто не вышел. Вот делайте выводы, кто выходит, когда поддерживает вот этих исламистов разных там и так далее. Поэтому не нужно нам эти сказки, что они здесь, да, бича, не стоит того, чтобы мы их обсуждали. Они недостойны того, что обсуждали. Им нужны бабки. Хорошо, хорошо, тогда надо не говорить иншаллах, Аллаху акбар, там это, борз. Борз это свободное животное, понимаете? За деньги, да, вот вы слышали, наверное, это выражение, лев там за деньги, за еду может там в цирке выступать, а волк не выступает, понимаете? Поэтому воруют наше чеченское борз, воруют наше свободное, и нас представляют там танцующим. Нет, это собака. Большим уважением отношусь к собаке. Но собака может там дрессироваться. Волк не дрессируется. Волк не выступает за деньги. Но все наше берется. Это наше. Мы. Нет, не мы. Есть вы, россияне. Есть мы, чеченцы. И вы никогда не сотрете эту грань. Убьете вы нас, что бы вы ни сделали. Мы всегда будем свободные, хорошо понимающие, глубоко смотрящие в суть всей проблемы. Мы будем и есть. Если люди молчат, это еще ничего не значит. По сравнению с тем, что они делают, ничего удивительного, что люди молчат. Причем многих убили. Это не просто замолчали, просто так. Так. Но нельзя вам так делать. Вас специально так сталкиваются. Власть приходит и уходит. Но вам ваши предки завещали, чтобы была сплоченность. Пусть всех нас Всевышний рассудит. Мы должны держаться вместе. Хамид, ну, я согласен. Смотрите, я вам расскажу одну историю из своей жизни. Я вышел, как вы знаете, я здесь не зарабатываю денег, я ничего не имею в себе, кроме проблем. То, что я вот сейчас делаю, кроме проблем я ничего не видел. Ну, кроме морального удовлетворения работой, которую я делаю, и я добиваюсь каких-то результатов. Ну, это потом время покажет. И у меня была договоренность со Всевышним. Я сказал, я готов выйти, помолился, готов стать публичным человеком, буду делать все, что могу. И ничего себе взамен я не хочу. Только чтобы мой чеченский народ не был террористом, чтобы людям рассказать правду, другим людям, которые нас смотрят, слышат, рассказать правду, разоблачать преступников, российских вот этих агентов, их провокации. И я начал заниматься. И искренне, честно, Всевышний и я, у нас договор. Я выполнял свой договор искренне. И даже когда мне была какая-то польза от этого, или безопасность больше, или какая-нибудь там
плюшка какая-нибудь хорошая. Я от этого всегда задумался и отказывался. Потому что, а вдруг это будет нарушение у меня с договором с Богом, который я сам себе договорился с ним. Нет, я не буду это делать, и отказывался от этого. И, ну и было один момент был, один момент. Были здесь одни деятели, родственники мои бывшие, и я из уважения к чеченской культуре, из уважения к чеченским законам, к чеченским правилам, к своей матери, в конце концов, я немножко был нечестен сам с собой. Я боролся не до конца с некоторыми людьми. То есть, я обходил их стороной. Я думал, не буду трогать маму, чтобы не разлить, не обидеть. Свои внутри какие-то есть стержни, которые не позволяют, когда тебе всю жизнь вдалбливают одно, ты не можешь это переступить. Трудно тебе. Хотя ты идешь по острию ножа, и как бы терять нечего, в принципе, тебе. Я все уже потерял, что было, есть там и так далее. И знаешь, эти люди воспользовались этим. За то, что я их не мочил в сортире, они воспользовались этим. Они начали мне строить, годами строить мне подлость. И я оказался сейчас в ситуации, что я был просто ошеломлен всей открывшейся картиной, которая появилась передо мной. Я нарушил договор, ну и получил по носу от Всевышнего. Но когда я сейчас выяснил все, оказалось, немецкие власти все знают. Они говорят, ты паришься слишком, не волнуйся. Мы все знаем, все будет у тебя отлично. Вот что оказывается. Но я был не до конца. А надо начинать со своих. Со своих нужно. Первое, если ты честен и искренен, надо начинать со своих. И вот тогда все у тебя получится. Тогда ты будешь честен. Тогда у тебя есть могила, в которой ты спокойно можешь лечь и уйти в новое измерение, в котором мы все обязательно будем. Удачи, бороться, боритесь, нехай Бог да помогает. Спасибо. О, подожди, вот тут спамщиков. Я уберу, просто они мне тут все заспамили. Обратили внимание, как выглядит Путин на параде? Жалкое зрелище. Да он всегда был жалким. Был есть. Видимо, тогда подбаивался, что вдруг какие-нибудь украинцы не послушаются. А Зеленский видели, как поступил? Целый указ издал. Ну, как бы в шутку, как будто тролля. Разрешаю провести и не носить по этому квадрату. Представляете? Как очень интересно получается. А нам это преподнесли, как будто тут Зеленский троллит его, там это, туда-сюда. А он указом президента, то есть любого военного, любого генерала, который запустит туда ракету, его фактически сразу в порошок должны стереть. Вы что, приказ президента, указ целый президента нарушил. А как будто тролль такая, ну, игра, какие-то там договорники, какая-то чушь собачья. Люди, вон, рекой кровь льется, они тут играют, да? Играют жизнями, кровью.
Так. Баркал Абубакар. Баркал. Поэтому Россия и Украина были и должны быть вместе всегда. Тогда мы будем сильнее, говорит Федук. Да, Федук, конечно же, если объединить такую мощную Украину с вонючей Россией, конечно, Россия будет сильнее. Но и Украина стала бы немножко сильнее. Это бесспорно, да, если объединяться. Но дело в том, что всегда, когда вы объединялись с украинцами, вы их сперва вырезали. Голодомор устраивали, геноциды им разные устраивали, убивали их. И только после того, когда уже вы их просто перемолите, их просто физически, голодом, обманом, холодом и так далее, только тогда вам удавалось объединяться с ними. И они были лучшие, между прочим, сержанты, солдаты, ученые, все. Очень много дала. Украина талантливейшая нация. И они, конечно, вам нужны, бесспорно. Но сейчас у вас не получится. Вы их должны завоевать, чтобы с ними объединиться. А завоевать-то не шмогла, Дион. Понимаешь, не шмогла. Не шмогла. Дон Доныч, позор чеченского народа. Ну, я думаю, он даже и не чеченец, если честно. Да? Я думаю, он даже не чеченец. Так, это тоже мне. Смотрите, если будете меня спамить, я вас... Ой, подождите, я не того, по-моему, удалил. Подождите. Так, вот этого я хотел удалить. А что у тебя с каналом? Говорит, почему не зайти посмотреть еще видео? Иван Чай. Иван, мой канал запрещен на территории фашистской России, поэтому у вас всегда проблемы. И даже только во время стрима вы можете меня видеть. Вот и то, если только я через телефон вертикально это делаю, то в таком случае там, вы можете в этой ленте меня через шорт находить. Если я делаю горизонтально, и в этом случае проблемы создают. Причем это происходит уже 7 лет веду канал, это уже лет, наверное, сколько, 5-6. Они мне и монетизацию снесли, там, и запретили, и все остальное. Вот как нужно работать против фашистской России. Вам нужно говорить только правду. Больше вам ничего не требуется. Разоблачайте и говорите правду. Все, и вас будут запрещать. И теперь обратите внимание, хорошо, что вы это написали, миллионные каналы, Фейкины, Дуди, Муди, там, и всякие вот эти разные вот эти миллионные каналы. Почему их не запрещают? Объясните мне. Почему их не запрещают? Почему, если они враги? Вот и поэтому я не нужен. Меня нужно закрыть, меня нужно убить, дискредитировать. И сейчас пытаются всячески представить, что я сотрудничаю там с этими бывшими родственниками, которых я по своей доброте обходил стороной, да, обходил стороной. И проблемы, финансовые проблемы, палки в колеса, вот всячески. Я думаю, ну ладно, потерплю, лучше я виноват буду, лучше не буду я обострять ситуацию, не буду я, а на меня стучат, меня сдают, меня пытаются дискредитировать. И всех, кого я назвал, а я огромное количество людей разоблачил здесь, если я оказываюсь связан с этими людьми, то эти люди автоматически становятся чистыми. Первый из них Закаев. Вот и им нужно таким образом не просто уничтожить меня, нужно сделать так, чтобы я оказался связан с фашистской русней. Понимаете? И они, бедолаги, стараются.
Ну, где они учились, там я преподавал, где. Им просто везло, что я просто не обращал внимания на эти вещи. Я просто занят был работой во имя великого чеченского народа. А они вот воспользовались. Много-много мне разрушили. Много-много и социальных, семейных связей. Много чего сделали. Ну, я надеюсь, мне зачтется на том свете это все, да. А всем своим родственникам, которые пострадали, я приношу извинения, которые пострадали из-за действий этих людей, из-за того, что фашистская Россия против меня пытается работать. Я приношу им свои искренние извинения. Ну да, Стас, ай как просто снесли. Снесли Дмитрия Пучкова, демократия Ютуба. У него она своя. Да? Как вы относитесь? Никак я не отношусь вот к этому человеку. Я его считаю либо умственно отсталым, либо агентом российских спецслужб. Просто другого объяснения нет. Вот как я отношусь к этому человеку. И я считаю его неблагодарной, просто абсолютно неблагодарной личностью считаю. Абсолютной. Возомнивший, ну, понятно все. Вот я так считаю. Я не считаю его свободным, независимым. Я думаю, возможно, он просто психически недалекий человек. Ну, если исходить из того, что 6 его друзей были убиты, а он каким-то чудесным образом оказался с заграничным паспортом в кармане и уехал, а они потом были убиты, то это уже наводит на размышления. А как так получилось? Откуда он узнал информацию? Да? Он мне рассказывал вначале, что ему какой-то мент предупредил. Я интервью брал, поддерживал его и так далее. А потом выяснилось, что оказывается это все одна шайка-лейка, да он. Твой канал можно увидеть, если на VPN не поставить сервер Германии или Штатов. Российский, польский сервер твой канал не показывает. Польский тоже не показывает? А что полякам я сделал? С чего это, да? VPN не поставить сервер Германии. Ну, через VPN можно, да, значит? Ну вот. Кстати говоря, кто-то может мне подсказать, как делать какие-то VPN, вот эти все, русская здесь разная агентура выпускает VPN и говорит, там VPN, мы можем, там, пользуйтесь нашим VPN. Может, как-то можно мне тоже предложить своим зрителям VPN, которые они бы закачивали бы и могли бы спокойно смотреть мой канал, заходя через этот VPN. А так у меня очень много хороших, полезных, полезнейших видео и в разделе шорт, и в видео, где разделе, в записи, там очень много такой полезнейшей и исторической, и политической, и правозащитной. Ну, просто очень много полезной информации. И поэтому им нужно меня дискредитировать, и нужно мой канал уничтожить, чтобы объявили меня там российским шпионом, выдали России, но сейчас это уже невозможно, да он. Ну, стараются люди, стараются, бедолаги, да он, пусть стараются. Я смотрю из Польши, говорит. Ну, он говорит про VPN. Если с Польши, все, без проблем, да, можешь смотреть? Ва Петрушенко. Так, у меня VPN на Android. Понятно. В Госдуме России вместо стульев дали тазики, говорит, основные. Брат, как вы считаете, каким путем способом вы можете обрести независимость от оккупантов? Смотрите, я не политик, я никогда им не буду, я правозащитник.
Я просто защищаю права чеченского народа. Все, никакую политику я лезть не буду. Я против военного способа. Потому что чеченцы сейчас не имеют возможности, мы на заложниках наш народ находится. У нас много инфильтрировано в наше общество разных вот этих российских агентов в том числе. Нам надо с этим разобраться. Нам нужно сформировать а, а, мощное сообщество, общину здесь в Европе. И надо, чтобы нас признал международное сообщество. Политическими вопросами у нас занимается наш легитимный, единственный легитимный орган чеченского народа. Это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Туда входит законная, легитимная власть чеченского народа. Это Алла Дудаева, Аяд Идигов и многие другие. По понятным причинам некоторые не афишируются. Потому что на них идет самая настоящая охота. Самая настоящая. Поэтому они должны решать. Я скажу за себя, что я против того, чтобы сейчас, в данное время, какие-то военные действия, какие-то там провокации предпринимать. И Россия пытается, Ахмеда Закаева, Украина, украинские некоторые там власти помогают им в этом, там подоляки, там разные там всякие такие, его там пытаются Будановы раскручивать. По какой-то причине они там действуют, да, удобный собеседник им там нужен, чтобы там какое-то давление оказывать. И они хотят свергнуть Кадырова. То есть они хотели бы свергнуть Путина, там, да, или ослабить Путина и так далее. Им нужно, чтобы вот здесь были там разные люди. И они постоянно говорят, мы с войной пойдем, мы с войной пойдем и так далее. Таким образом, они дают русским козырь, чтобы на народ репрессировать, чтобы там их мобилизовать на войну. Вон, смотрите, там вон, батальоны там в Украине сидят там и так далее. Поэтому, если идешь, то иди. Если не идешь, то не болтай, так сказать. Ну, поэтому я не считаю, что мы должны сейчас воевать. Есть театр боевых действий, оружие, тыл, медикаменты, все, что необходимо. В Украине есть. Украине нужна помощь, солдаты. Все чеченцы, кто хочет принять участие, они могут спокойно поехать. Единственное, к Закаеву, вот этой шайке-лейке лучше не подходить, потому что это абсолютно античеченские элементы. Они работают против чеченского народа и государства. Всю свою жизнь работают. Всю свою жизнь, как выясняется. Да? Поэтому в этом смысле я могу вот только это сказать. Как это решать будет, это пусть решает президиум правительства, вот эти люди пусть решают. Моя задача, чтобы нас не очерняли, чтобы нас не представляли террористами, бандитами, ну и разъяснять чеченцам, где угроза, где опасность, где враг, где предатель. Потому что сейчас враг и предатель, он так маскируется, так сильно бьет себя в грудь, как будто суперпатриот, что это очень сбивает с толку, скажем так. Я сам был ими сбит с толку, обманут и какое-то время находился в их сетях. Но это уже в прошлом дело. Если зайти без указания страны, то канал отображается, то есть через сервак, который обходит белые списки. Ну, для меня это ничего не говорит, Иван Чай. Абсолютно не понимаю твой этот язык. Канада, нет проблем в Ютубе. Отлично. В России без VPN YouTube вообще не работает. И сервисы, и приложения VPN RKM блокируют. И в этом не очень хорошо разбираюсь сейчас. Я вообще в этом далек, конечно. Ну, так, слышу. У меня друга зовут Замир. А фамилия Закиев, да, у него? Как, как ты относишься к Дудаеву? Интересный вопрос, да? Американка. У тебя друг или подруга американка? Я не понял. Мистер Шомут ТП. Так.
служил в армии с чеченцами, еще при СССР. Более достойно свободолюбивых людей тяжело представить. Спасибо большое. Спасибо. Про что? Про свободу, Simple Official. Канал про свободу. С тебе, с этой георгиевской, вот этой колорадской лентой, тебе этого не понять. Тебе это будет очень трудно, да? Твой мозг взорвется. Тебе придется поискать другой канал. На автобане в Германии бросили Порше за 200 тысяч евро. Полиция федеральной земли Гессен ищет водителя черного GT3, оставленного вечером 4 мая на одной из развязок автобана А66 направления Франкфурта на Майне. После серьезного ДТП автомобиль бросили у дороги на траве недалеко от города Брюхенбекель. Брухкебель. Свидетели сообщили, что около 20:40 в тот день спортивный автомобиль с сербскими номерами резко затормозил, ушел в занос и дважды ударился об ограждение. После ЧП водитель покинул место инцидента. Полиция оценила ущерб автомобилю и дорожной инфраструктуре 120 тысяч евро. Новый автомобиль такой модели стоит от 200 тысяч евро. 5 мая среди оставленных рядом со спорткаром обломков полиция обнаружила неназванную улику, ведущую к установлению личности водителя. На запрос агентств ДПА стражи порядка ответили, что улика, а также показания свидетеля значительно продвинули расследование. Его результаты ожидаются вскоре. В немецких соцсетях некоторые шутят, что готовы забрать авто бесплатно. Да, кстати, это мой любимый Porsche. Такс. Это моя машина, говорит. Срочно подъезжай, как раз они тебя ищут. Правда, тебе счет выкатят 120 тысяч. Ты слышал об Олеге Челнове, герое Ичкерии? Нет, вчера как раз, позавчера писал мне человек про этого Олега Челнов, да. Вчера, позавчера я услышал, если вы мне написали. Я не помню такой фамилии. Путин хочет в Монако эмигрировать, чтобы двери машин открывать у казино. У Бонни будет жить. Как День Победы отметил. Но я скажу, что я этот день отметил, я скажу. Отметил. Так отметил, да, что это будет еще греметь и греметь. Да. Вчера было очень продуктивное время, да, вчера очень продуктивный день был вчера. Кстати, Асна, можешь сделать обращение, что именно эту георгиевскую ленточку, так называемую, давали русским за взятие Кавказа, в частности Дагестана и Чечни. Просто эту георгиевскую ленту часто вижу. Ну, вот сделал обращение. Ну, я, по крайней мере, зачитал то, что ты сказал. Я не знал, но да, вполне возможно. Вполне возможно. Да, им вообще все равно. Они сейчас Сталина любят. Они сейчас там... Им вообще без разницы некоторым. А ты уверен, что ты все понимаешь? Я уверен, Сергей, что я очень не все понимаю. Далеко не все понимаю. Но есть вещи, которые я понимаю. И неплохо
а реагирую на эти вещи. Но было бы с моей стороны слишком самоуверенно и абсолютно неправдиво, если я сказал, я понимаю. Нет, конечно, я далеко не все понимаю. Но я понимаю, что мой народ уничтожала фашистская Россия с 1722 года, то есть уже 304 года. И сейчас мой народ находится в оккупации, и моя страна, и мой народ находятся в заложниках. И убили за последние две широкомасштабные войны, а так 5 русских агрессий. 4, которые мы отбили, одну широкомасштабную и 3 других агрессии. Более 250 тысяч наших граждан, среди которых 42 тысячи детей. И я не хочу вам это прощать, я не хочу вам это забывать. И если мне надо за это умереть, я готов. Я это доказываю каждый день. Я вам никогда этого не забуду. Я никогда вам этого не прощу. Никогда. Преступники, преступления, знаете, преступление должно быть наказано. Для того, чтобы не было соблазнов вновь повторить эти преступления. Русские слишком нагло, взорвав своих же людей, убивая своих же граждан, обвиняя в этом нас, опорочив, запачкая нас, обвиняя в терроризме и так далее, уничтожили просто так нашу республику, сравняли с землей, убили людей, поставили каких-то болванов абсолютно аморальных, за деньги готовых на все. И 2-3 здания построили, и вот заселили. И теперь это миллиардеры. Сейчас даже разговор, обсуждения даже нет про коррупцию. Понимаете, самое страшное преступление – это коррупция. Об этом даже никто не говорит. Это какая-то система, которую нам русские принесли. Система, коррупционная система, которую нам русские принесли. Вот если убрать это, то просто преступления страшнейшие. Пытки, убийства, просто дискредитация. Просто все, что возможно, делается. Поэтому я вот за это я стою. Поэтому я дальше и не лезу. У меня не политика, я знаю, что я там не разберусь. Меня там будут туда-сюда перекидывать и меня обманывать. Мне это не нужно. Я солдат права, солдат правозащиты. И я буду на этом стоять. Что меня интересует, только права моего народа, чтобы нас не обвиняли в терроризме, чтобы все, кто нас убивал, не ходили спокойно по этой земле и там гордились, как они убивали чеченов. Да? Я с этим не согласен. Так. Короче, принцип передачи, а не каст, когда данные идут куда угодно, через кого. А когда у всех только госуслуги, я смотрю YouTube. Вообще ты меня запутал. Именем Олега Челнова была названа улица в Грозном. Он в Первую войну пропал без вести при мартовском штурме Грозного. Сейчас его дочь борется за то, чтобы его именем улицу в Харькове назвали. Я помню, позавчера об этом говорили, что он на УНСО был и погиб, или, вот ты говоришь, сейчас пропал без вести. Я не знаю. Я не знаю, но честь, хвала нашему герою. Я не знал. Основном погугли медаль за взятие Дагестана и Чечни. Окей. Знаешь ли ты конкретные адреса тех российских преступников, причастных к геноциду чеченского народа во Франции, например, и вообще в Европе? А с какой целью ты спрашиваешь? Окей, код киевским узнать. Блин, как можно России рулить, если даже от не мне, свобода это рай, как сказал один сэр по имени Карл III. Свобода это рай, то...
Путину сказали, что он боролся с деменцией, а он объявил демилитаризацию. Ему сказали сделать ПСА, а он объявил СВО. Все перепутал. Понятно. Тебя испугал простой вопрос, говорит. Почему сразу испугал? Я тебя спрашиваю, с какой целью ты интересуешься? Что тебе сказать? Выложить тебе все, что я знаю. Ты кто такой? Просто я тебе задал вопрос, с какой целью? Логично, что ты спрашиваешь, ты знаешь адреса преступников? Ну, может, знаю, а может, не знаю. Ты для чего это интересуешься? Друзья, я на этом свой акция «Георгиевская лента» была придумана в 2005 году, а фронтовая имеет более светлый тон, говорит Иван Чай. Когда закончится война? Не знаю. Нет, только правду, никаких помой, только правду мы про Россию. И вообще про все только правду. На этом я свой стрим закончу, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра постараюсь выйти в эфир, но не обещаю, постараюсь. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего, до свидания.